Старшеклассники, кадеты и юноармейцы слушают наставления старших с интересом. Буквально через пару лет именно им предстоит отправиться в ряды российской армии. И дельные советы, как служить, чтобы Родина и родные тобой гордились, им обязательно пригодятся. Чтобы определиться с направлением в жизни, перед тем, как отдать долг Родине, у ребят есть еще время. Ведь самое важное не то, за сколько тысяч километров от своей республики они окажутся, а то, что принести пользу своей Родине они смогут в любой точке мира. Эдгара Мурзина призвали на службу после окончания учебы в университете. Он приехал из Челябинской области и вот уже полгода служит в Ингушетии. И мне пришла повестка, я сходил, медкомиссию все прошел, и вот в армии оказался. Вообще не сложно. Как рассказывают, то, что вот сложно, там год, 2 года служили, год тоже, говорят, сложно. Ну, быстро летит время. Вот у меня уже полгода пролетело, полгода осталось. Вот. Самые юные участники акции подготовили для гостей и виновников торжества специальную программу. Первым делом песня, разумеется, на патриотической ноте. День призывника отмечают в России 15 ноября и посвящен он нашим будущим солдатам, молодым землякам, которые весь год будут стоять на защите нашей Родины. У меня у самого отец служил в армии раньше, когда 2 года надо было служить. Я считаю, что важно служить в армии и отдать долг своей отчизне и Родине. А вот отец тебе что-то рассказывал про армию, как там? Рассказывал, истории рассказывал разные, что легко армия не дается, и надо быть добросовестным и честным человеком. Я считаю, что в любом случае в армии надо служить, потому что мужик, если он заведет свою семью, он должен уметь защищать, если, например, будет экстренная ситуация. Но в любом случае он должен быть подготовленным. Поэтому я считаю это важным. День призывника стал уже традиционным мероприятием. Такие акции на мемориальном комплексе проходят 2 раза в год – весной и осенью, во время призывной кампании. Организатор сегодняшней встречи – Министерство образования Ингушетии. В сознании подрастающего поколения формируется актуальность, важность патриотического долга. Важность того, что каждый из нас рано или поздно, я имею в виду мужского населения, должно выполнить этот долг. В наше время это было 2 года, а сейчас год. Поэтому это почетная миссия, это мужество, отвага. Они научатся держать оружие, научатся другим культурам, этика, эстетика. Там много. Это сильная, мужественная школа. Поэтому важно это. Сегодня призывникам хочу вот эти стихи я посвятить. «Как я любил Кавказ мой величавый, твоих сынов воинственные нравы, твоих небес прозрачную лазурь и чудный вой мгновенно громких бурь». Также спикеры на мероприятии отметили, что на протяжении всего времени службы военкомат Ингушетии поддерживает с военнослужащими постоянную связь. Они могут в любой момент обратиться к своему комиссару за помощью, даже находясь на Дальнем Востоке. Хава Газикова, Хамзат Халухоев, Новости 24.